Здравствуйте, в прямом эфире новости НТС, в студии Джилдош Исаков. Отец избитого до смерти двухлетнего мальчика в Сузаке просит правоохранителей не расследовать дело. Об этом сообщают в районной милиции. Мужчина не верит, что сноха избила его сына и не поддерживает выдвинутые против нее обвинения. Но в милиции говорят, что, несмотря на эти обстоятельства, если он все равно напишет встречное заявление, досудебное производство по факту смерти ребенка прекращено не будет. Сейчас еще проводится судебно-медицинская экспертиза, и по ее итогам ВВД обещает принять соответствующие меры. Напомним, малыша без признаков жизни доставили в больницу на прошлой неделе. На теле ребенка были многочисленные гематомы. В избиении ребенка подозревают его тетю. Он жил в ее семье, папа мальчика был на заработках в России, а мама умерла год назад. Завершено досудебное производство в отношении бывшего заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова. Дело, как сообщают в Генеральной прокуратуре, в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу. Курсана Асанова, напомним, подозревают в уничтожении улик и следов преступления в сговоре со своим сыном Мухаммедом Али Асановым и помощником Дамирбеком Пайзалдаулу во время койташских событий. Вскоре после них чиновник был задержан и отпущен под домашний арест, а его сына и помощника объявили в розыск. Также Асанову вменяют статью «Распространение заведомо ложных сведений». Вместе с ним в этом деле фигурантом проходит и журналист Турсунбек Бишенбеков. Следствие считает, что последний опубликовал недостоверные сведения о вице-премьере Джингише Разакове, которые были получены от Курсана Асанова. В Кыргызстан из России доставили тест-системы для диагностики коронавируса. Как отмечается, их поставка была осуществлена на безвозмездной основе Роспотребнадзором. Всего поступивших тест-систем хватит для проведения 500 лабораторных исследований. Их прежде всего применят на прибывших из Китая гражданах, также на тех, у кого есть соответствующие показания. В ходе анализа исследуют образцы мокроты из носа и глотки пациента. Анализ занимает около 3-4 часов и делается путем полимеразной цепной реакции. Сам метод применяется в Кыргызстане давно, однако для проведения анализа на новый коронавирус требовались специальные реагенты, которых у наших вирусологов не было. Ранее отметим, Национальный комитет Института Китая по контролю и профилактике вирусных заболеваний заявил, что их ученые разработали экспресс-тест, который может за 8-15 минут выявить коронавирус в организме человека. Между тем, помочь Китаю в борьбе с коронавирусом вызвался известный бизнесмен Аскар Салымбеков. Он заявил, что готов отправить соседям 50 тысяч медицинских масок и просит, чтобы чиновники помогли осуществить эту поставку. По словам Салымбекова, сейчас Китай переживает трудные времена и нужно оказать посильную помощь дружественному народу. На этом пока все. О развитии событий вы узнаете из наших следующих выпусков. Увидимся.